В эфире информационный выпуск Амша Якушара. Добрый вечер. Сегодня, 6 марта, исполнилось 90 лет со дня рождения нашего знаменитого соотечественника, поэта, народного писателя Абхазии и России, кавалера ордена Ахтзапша первой степени Фазиля Искандера. День рождения классика мировой литературы торжественно отметили в столице Абхазии. В Государственном русском театре драмы, носящем имя писателя, состоялось театрализованное представление, которое зрители абхазского телевидения имели возможность смотреть в прямом эфире. Кроме того, в фойе театра была представлена выставка работ шведской художницы Мадлен Рук по произведению Искандера «Сандро из Чегема». День рождения Фазиля Искандера отметили в Москве. В юбилейном вечере, организованном совместными усилиями Государственного музея Пушкина и Международного фонда культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека», при содействии московской абхазской диаспоры приняли участие такие известные артисты, как Вениамин Смехов и Хибла Герзмава. Также была организована экспозиция уникальной коллекции книг Фазиля Искандера, изданных на языках народов мира, и презентация нового сборника поэзии «Звездный камень». Сегодня во многих общеобразовательных учреждениях Абхазии прошли литературные вечера, посвященные творчеству Фазиля Искандера. Наша съемочная группа побывала на 2 из них. Репортаж Гугу Цивардания. Произведения всемирно известного абхазского и российского писателя Фазиля Искандера переведены на 20 языков мира. Некоторые из них включены в школьные программы Абхазии и России. К 90-летию великого классика в родной школе Фазиля Абдуловича в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска. Фазиль Искандер – выпускник 3-й Сухумской школы имени Юрия Воронова. С урочищем зеленым споря, сквозь заросли, сквозь бури лом, река выбрасывалась в море, рыча летела напролом, а над рекою камень дикий, но даже камень не был пуст. В него вцепились ежевики, расплющенный зеленый куст. Сегодня в этой школе вы, ученики, должны гордиться тем, что учитесь в той школе, где учился наш Искандер. И в вашей биографии это будет, что вы учились в 3-й средней школе. Но хотелось бы, чтобы в вашей биографии добавилось, что и вы закончили школу с золотой медалью, так как Фазиль Искандер. Любите так, как любил свою родину Фазиль Искандер. Учитесь так, как учился Фазиль Искандер. Это яркий пример тому, как надо жить на земле, чтобы оставить свой добрый след. Творчество Фазиля Искандера прочно связано с его родиной Абхазией, яркими красками южного неба, моря и гор и, конечно же, воспоминаниями детства. Герои его книг – простые труженики, веселые и гордые люди. Сам классик называл себя русским писателем, воспевавшим Абхазию. Искандеровская Абхазия – удивительный край, где между небом и морем расположился маленький Вавилон Мухус и горное село Чегем. Находится рядом с Петербургом Достоевского, Булгаковской Москвой и американской Йокнапотофой Фонклера. Среди приглашенных гостей были родственники нашего великого соотечественника. Они делились воспоминаниями о писателе. Племянник Искандера Реза Искандер рассказал о душевной боли своего дяди. Фазиль Искандер так и не смог найти могилу отца в Иране, о чем мечтал всю свою жизнь. Когда приезжал, мы все время то бабушки поднимались, потом вечером время проводили. Я очень много с его друзьями знаком. Воспоминания остались. В последнее время он хотел поехать и найти могилу отца в Иране. Ну, когда уже дороги открыты были. Ну, я ему сказал, я, может, тоже поеду с тобой. Ну, конечно, говорит. Не получилось, потому что так случилось, Фазилем и уже... А он все время об этом говорил. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы продолжаете в этой школе преподавать. И дай Бог вам здоровья всем. Часто расспрашивал о мелких подробностях, которые опускал мой дедушка, когда рассказывал ему, как-то не придавал значения чему-то. И он вот как-то уделял особое внимание расспросам о мелких деталях. Он был человеком с необычайной тонкой душевной организацией, чутким и добрым.
с пронизывающим душу взглядом, с широкой улыбкой, которая действительно, знаете, никогда не сходила с его уст. Он как-то молча всегда улыбался, и казалось, что, может быть, он продумывает какой-то новый рассказ, или, глядя на нас, он о чем-то думает о том, что будет писать впоследствии. То есть невозможно было определить, о чем человек думает. 6 марта Фазиля Абдуловича вспоминали во второй Сухумской школе. К знаменательной дате ученики подготовили насыщенную программу и подошли к делу творчески. Для родителей и учителей школьники прочитали отрывки из стихотворений Фазиля Искандера и разыграли смешные сценки из знаменитых произведений писателя. Кроме того, здесь была организована небольшая выставка работ с изображениями всенародно любимых героев произведения Фазиля Абдуловича. Сегодня я читал очень интересное стихотворение, в котором он показал свое мнение о жизни и о том, кто такой человек. И закончил он его великолепными строками. «Ты миром овладел, с собой владея, и более, мой сын, ты человек». В плане воспитания подрастающего поколения и приобщения молодежи к литературе такие мероприятия очень важны. Ведь можно смело сказать, что произведения Фазиля Искандера понятны и интересны всем, даже детям. Несомненно, литературные вечера, организованные в школах Сухума, останутся в памяти учащихся. Гугут Саварданя, Руслан Орлов, Степан Мартиросян, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. А в Ижевске, в Национальной библиотеке Удмуртии, к 90-летию со дня рождения Фазиля Искандера организована книжная выставка «День жизни отличать от ночи». На выставке представлены все главные произведения Фазиля Абдуловича, почти каждое из которых написано в своеобразном жанре. Это юмористический эпос «Санро из Чегема» и эпос о детстве, сборник всех рассказов о мальчике Чике «Где зарыта собака». В сборники вошли и антологии, которые представлены отдельными изданиями повести «Созвездие Козлатура» и «Школьный вальс» или «Энергия стыда». Повесть-сказка «Кролики и удавы» и повесть-диалог «Думающий о России и американец», а также избранные рассказы, эссе и стихи писателя. Экспозицию дополняет уникальное большеформатное издание «Альбом Фазиль Искандер», в которые включены стихи и отрывки прозы писателя, а также стихотворные и прозаические посвящения ему известных писателей, богатый архивный фотоматериал разных лет, коллекция открыток и фото с видами Абхазии. Выставка будет открыта до конца марта. 11 марта исполнится 90 лет со дня рождения абхазского поэта Таифа Аджба. Во время Отечественной войны народа Абхазии поэт находился в оккупированном Сухуме. Его забрали из дома грузинские гвардейцы. О его дальнейшей судьбе до сих пор ничего не известно. В канун юбилейной даты в родном селе Таифа Аджба, Ачандаре, в школе, носящей имя поэта, состоялся вечер, посвященный его памяти. Представители творческой интеллигенции и люди, близко знавшие Таифа Аджба, руководители районной администрации, педагоги, родственники и односельчане поэта вспоминали о нем, рассказывали о том, каким он остался в их памяти. Как было отмечено, Таиф Аджба обладал не только уникальными поэтическими способностями, но и был удивительным человеком, настоящим патриотом Абхазии. Учащиеся Ачандарской школы читали стихи и исполняли песни, созданные на слова поэта. Расширенный репортаж с вечера мы предложим вашему вниманию в ближайшие дни. Конституционный суд Абхазии отказал в принятии к рассмотрению запроса Народного собрания о проверке указа президента о помиловании Георгия Лукава на соответствие Конституции. Об этом говорится в определении, опубликованном на официальном сайте. Георгий Лукава, обвиненный в терроризме и осужденный Верховным судом к 20 годам лишения свободы, был освобожден от дальнейшего отбывания наказания указом президента Абхазии и передан Грузии в рамках соглашения об обмене заключенными. Свой запрос в Конституционный суд парламент аргументировал тем, что в президентском указе о помиловании не содержится основания ходатайства самого осужденного, либо иные причины, и документ, по мнению парламентской комиссии,
был издан без учета требований положения о комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Абхазия. Парламентарии просят определить, соответствует ли указ президента о помиловании подзаконному правовому акту положения о комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Абхазия, что не отвечает требованиям Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции, говорится в определении Конституционного суда. При этом отмечается, что указ президента соответствует нормам Конституции, и глава государства действовал в рамках своих полномочий. Также в документе подчеркивается, что комиссия по вопросам помилования при президенте Республики Абхазия имеет сугубо совещательные полномочия. Денис Хварцкий стал членом Общественной палаты Абхазии. Такое решение было принято на пленарном заседании палаты, которое состоялось сегодня. Кандидатура Дениса Хварцкия была представлена Сухумским районным собранием. Кроме того, в Общественной палате прошло заседание, посвященное памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш. Во встрече приняли участие вдова Сергея Васильевича Марина Багапш, его сын Зураб и директор фонда имени второго президента Михаил Логуа. Репортаж Саида Джарсалия. Инициатива проведения такой встречи в Общественной палате не случайна. Как отметила секретарь палаты Нателла Акаба, идея создания подобного консультативно-совещательного правительственного аппарата в Абхазии принадлежит именно Сергею Багапш, и он приложил все усилия для того, чтобы в стране заработала Общественная палата. Это случилось в январе 2007 года. Это был принят закон об Общественной палате, и его очень продвигал Сергей Васильевич. 20 июля 2007 года состоялось первое заседание Общественной палаты, которое открыл Сергей Васильевич Багапш. Он считал, что очень важно участие общества в политической жизни страны. И он хотел обеспечить возможность для того, чтобы президент мог консультироваться с членами Общественной палаты по вопросам развития гражданского общества. Кроме того, он считал, что Общественная палата должна стать площадкой для того, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение и защищать общественные интересы. С именем Сергея Васильевича Багапш связаны первые шаги Абхазии в качестве суверенного государства. Его роль в становлении абхазской государственности сложно переоценить. В памяти тех, кто его знал, он остался принципиальным сторонником укрепления российско-абхазской дружбы. Как отмечалось на встрече, Сергей Багапш стремился принести как можно больше пользы согражданам и достигать максимального эффекта в разрешении проблем, несмотря на сложную в то время ситуацию. Есть, конечно, сложные ситуации, в той ситуации, в которой находилась Абхазия тогда, после Владислава Григорьевича. Это сложно было, конечно, продолжать линию первого президента, который имел безусловный, так сказать, абсолютный авторитет. И я думаю, что Сергею Васильевичу это удалось. И несмотря на какие-то противоречия и прочее, все, что было, сближение этих людей, и Сергея Васильевича, и с Владиславом Григорьевичем, это было знаменательно, это было, значит, закономерно, поскольку оба они являлись истинными сыновьями своего народа, людьми, которые, значит, думали о благе народа. Сергей Багапш был поистине народным президентом. Он был мягким, но в то же время жестким, когда это требовалось. На встрече отмечали и человеческие качества, которыми обладал Сергей Васильевич. Открытость, честность, справедливость. Эти черты характера были в нем заложены с детства. Одноклассники Сергея Багапш вспоминают, что еще в школе он проявлял лидерские качества. Сергей Багапш, вы знаете, долгое время возглавлял, во-первых, школьную команду, был капитаном команды, потом сборную Абхазии. Был такой случай в Тбилиси, всегда сухумцы оспаривали первое место с тбилисцами. И вот, значит, в Тбилиси игра идет, мы сидим, значит, все болеем за нашу команду. Сергей забивает последний, значит, мяч, трехочковый, и, значит, мы выигрываем. Но в этот момент, значит, судья не засчитывает. И Сергей, долго не думая, берет этот баскетбольный мяч и прямо, значит, в судью, и судья падает, он его как бы нокаутировал, падает. Ну, началась, значит, такая шумиха, хотели его дисквалифицировать. Но поверьте, что весь стадион гудел, и что это было справедливо,
И мы тогда выиграли и так приехали. То есть этим что я хочу сказать, что когда надо было, он показывал свой характер. И это проявлялось его и в политической жизни. Еще при жизни за большой вклад в реализацию социальных программ по защите семьи, материнства и детства Сергей Васильевич был награжден золотым дипломом Международной общественной ассоциации благотворительных фондов «Мама». И так случилось, что только сейчас этот диплом был передан вдове Марине Багапш. Кроме того, от организации движения матерей Абхазии за мир и социальную справедливость вдове президента была вручена награда «Золотое сердце». Саиджар Саля, Инала Гухава, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В ночь на 6 марта на Гумистинском мосту проводились ремонтные работы. Один из 4 деформационных швов моста, предназначенный для уменьшения нагрузок на элементы конструкции, в местах возможных деформаций вышел из строя. В результате на проезжей части моста появились трещины, которые необходимо было устранить. Специалисты установили компенсаторы на всю ширину моста. Производим ремонт деформационного шва на Гумистинском мосту. Вышел он из строя, поэтому нам сегодня нужно 2–2,5 часа, и мы поменяем все компенсаторы, и деформационный шов будет в рабочем состоянии. Работы проводит наш субподрядчик, это «Берегозащита». И мы через некоторое время уже откроем движение. Сотрудники госкомпании «Абхазавтодор» проложили новое покрытие поперек моста. В общей сложности работа на Гумистинском мосту заняла несколько часов. К утру движение автотранспорта было полностью восстановлено. К празднику весны, Международному женскому дню 8 марта, знаменитый дуэт «Пиано-дуо» и Государственный камерный оркестр Абхазии подготовили любителям музыки настоящий подарок. В Абхазской государственной филармонии состоится их концерт. Чем музыканты порадуют зрителей в этом году, узнавали наши корреспонденты. На генеральной репетиции побывала Нала Ковия. Фортепианный дуэт Нинель Бжаня и Гулиза Авицба сформировался не так давно. В 2016 году состоялся первый концерт талантливых пианисток, решивших попробовать себя в сложном, но интересном жанре исполнения в 4 руки. И уже по сложившейся традиции аккомпанирует им Государственный камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Тырзяна. В этом году аккомпанировать пианисткам будет и Сочинский симфонический оркестр. Мы решили даже классику сделать не скучной. У нас интересные аранжировки, которые нам прислали друзья из Москвы. Я думаю, что наш концерт понравится зрителям. Мы приглашаем всех, кто хочет встретить праздник весны с удовольствием и получить позитивное весеннее настроение. Концерт готовится к 8 марта, поэтому и тема романтическая. Знаменитые произведения великих классиков Моцарта, Вивальди, а также произведения в современной аранжировке, романтические мелодии из популярных кинофильмов. Зрителей ждет много разнообразной музыки на любой вкус. Совместное исполнение требует особого музыкального чутья и идеальной синхронизации, поделилась с нами Бжаня. Конечно, фортепианный дуэт имеет свои определенные сложности, потому что помимо того, что нужно быть в одной теме и мыслить одинаково музыкально, нужно еще уметь слушать друг друга, чувствовать друг друга. Более того, нам всегда помогает наш камерный оркестр. Можно сказать, он украшает все наши проекты. Мы именно ориентированы на наш фортепианный дуэт с оркестром. Звучание двух роялей в сопровождении камерного оркестра делает музыку намного ярче и полностью захватывает слушателя. Всех любителей музыки, а также тех, кто хочет хорошо отдохнуть и окунуться в мир прекрасного, Нинель Бжаня, Гулиза Авицба и камерный оркестр Абхазии ждут 7 марта в 18 часов в Абхазской государственной филармонии. Вход свободный. Нала Ковия, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды.
По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснением. С ночи и во второй половине дня ливневый дождь, возможно гроза. Ближе к вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 6,11 тепла. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.